Жители Ухты массово обращаются с жалобами на смену управляющей компании без согласия жильцов дома. Об этом в эфире «Прямой линии» на Юргане рассказала исполняющая обязанности руководителя службы стройжилтехнадзора Коми Ольга Микушева. Ухтинцы утверждают, что не принимали решение о смене на общем собрании собственников, либо вообще на нем не присутствовали. Однако их подписи мистическим образом появляются в итоговом документе. Причем таких домов, сменивших управляющую организацию, десятки. Служба стройжилтехнадзора уже выезжала с проверкой в Ухту. По подтвержденным фактам приняты меры. Ольга Микушева призвала ухтинцев при подозрении на подобные нарушения обязательно обращаться в жилинспекцию. Собрав все такие обращения, мы пересчитываем кворум, который учитывался при принятии решения по переходу одной управляющей организации в другую. И если мы выявляем, что убрав эти голоса, кворума для принятия решения по изменению управляющей организации не было, мы первое, что делаем, направляем все материалы в правоохранительные органы и затем направляем иск в суд о признании данного протокола недействительным. Кроме того, Ольга Микушева напомнила жителям об изменении законодательства по начислению оплаты за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды, такие как водоснабжение и электричество. Если раньше расчет шел по нормативу, то с 1 сентября 2022 года оплата определяется исходя из показаний общедомовых приборов учета. Если в данном случае потребитель пишет, что у него ничего не изменилось, им начисляют плату по нормативу, это означает, что собственники не приняли решение о начислении платы за данные коммунальные ресурсы по показаниям общедомового прибора учета, и в первом квартале 2023 года им будет предъявлена жителям корректировка размера платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества. Руководитель службы стройжилтехнадзора пояснила, что корректировка может быть как в сторону увеличения, так и уменьшения оплаты.